Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики технически готова к выборам депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, назначенным на 28 ноября 2021 года. Об этом проинформировал руководитель рабочей группы по усовершенствованию программного обеспечения информационной избирательной системы и автоматически считывающих урн Марс Наспеков. Все избирательные участки были оснащены 2494 комплектами оборудования идентификации избирателей, которые использовались при подаче заявлений по уточнению данных в период актуализации списков избирателей. По завершению периода уточнения списка избирателей данные комплекты были переподготовлены для голосования. Совместно с Министерством цифрового развития Кыргызской Республики проводится работа по подготовке и комплектации оборудования для идентификации избирателей в день голосования. Всего имеется 6700 комплектов биометрической идентификации избирателей с учетом резервов. В рамках подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кеңеша Центральная избирательная комиссия при поддержке ОБСЕ обучила 90 тренеров по эксплуатации идентификации избирателей в день голосования. Вторым этапом стало обучение 7160 операторов идентификации избирателей на день голосования. Операторам идентификации разъяснили особенности процесса прохождения идентификации избирателя и подачи заявления, а также методы решения неполадок. Центральная избирательная комиссия проделана огромная работа по подготовке, технической подготовке. Программное обеспечение полностью работает исправно. Автоматическая система, считывающая урны, подготовлены, уже доставлены на участки. На данный момент проходит тестирование. Все сотрудники, в том числе наши штатные сотрудники, в том числе и привлеченные сотрудники, обучены, проводят тесты. На всякий случай у нас еще есть колл-центр, который работает в режиме 24 часа. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своем очередном заседании 23 ноября текущего года аккредитовала еще 295 международных наблюдателей. Таким образом, по состоянию на 23 ноября текущего года ЦИК КР аккредитовала всего 730 международных наблюдателей, представляющих 14 избирательных органов, 19 международных организаций и 19 дипломатических представительств. Добавим, что вся актуализированная информация, касающаяся международного наблюдения за выборами депутатов Жогорку Кеңеша, публикуется в разделе «Международные наблюдатели» на официальном сайте ЦИК КР www.shailo.gov.kg. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с молодежной организацией «Илек Жаштары» и представительством Международного фонда избирательных систем при поддержке ЮСАИД организовала интеллектуальную игру для молодых избирателей по популяризации участия в выборах. Для молодых избирателей было организовано разъяснение процедуры голосования по единому и одномандатным избирательным округам, даны пояснения по заполнению обоих бюллетеней. Также ЦИК продемонстрировала обеспечение достоверности итогов голосования, которое обеспечивают биометрическая идентификация и автоматически считывающие урны. Рассказали об информационной избирательной системе. Молодые избиратели смогли принять участие в симуляции голосования, убедившись в прозрачности выборного процесса. В ходе игры студенты отвечали на вопросы по конституционному закону о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, о смешанной избирательной системе, процедуру голосования по единому и одномандатным избирательным округам. Были также заданы вопросы о списке избирателей и количестве молодежи в списке избирателей, активности молодежи на выборах, структуре избирательных комиссий Кыргызской Республики. Членами жюри выступили члены и Центральной избирательной комиссии. – 28 ноября 2021 года состоятся выборы депутатов Жогорку Кеңеша. Центральная избирательная комиссия напоминает, что в день голосования каждому избирателю предстоит трижды сделать свой выбор, а также информирует о порядке голосования в день выборов депутатов парламента Кыргызской Республики.
Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. На участке вы получите 2 бюллетеня. Первый бюллетень по одномандатному округу. Округов в Кыргызстане 36. Проверьте, к какому округу принадлежите вы. В бюллетене представлены фамилии кандидатов, выдвигающихся по вашему избирательному округу. Вы имеете право выбрать только одного кандидата или проголосовать за кандидата против всех. Второй бюллетень сложнее. Он един по всей стране. В этом бюллетене вы должны будете выбрать не только партию, но и кандидата от партии, которого вы хотели бы видеть в составе нового Жоғарғы Кеңеш Кыргызской Республики. Как это делается? В первой графе вы выбираете одну из партий и напротив этой партии ставите галочку. В нижней части есть 54 квадратика. Каждый квадрат означает порядковый номер кандидата в этой партии. Заранее зная, за какого кандидата вы хотите проголосовать, выбирайте только одного кандидата. Если в той или иной графе проставлены 2 галочки, ваш бюллетень будет считаться недействительным. Если вы выбрали партию, но не выбрали кандидата, ваш бюллетень будет считаться действительным. Но если вы не выбрали партию, а выбрали всего лишь кандидата, к сожалению, ваш бюллетень снова будет считаться недействительным. Сделайте правильный выбор.